История конфликта с 1999 года. Мы много раз говорили, продолжаем говорить, что история этой войны, этой варварской войны, или как конфликта называют, 1999 года началась только по одной причине. Это причина неопределенность взаимоотношений между Российской Федерацией Россия и Чеченской Республикой Ичкерия. Если бы во время второй встречи в 1997 году мной и Борисом Николаевичем Ельциным в Кремле, когда я на этой встрече предложил президенту Российской Федерации подписать полномасштабный договор, если у нас хватило бы воли подписать этот документ, то этой войны бы не было. Я вас в этом уверяю. То есть 300-летнее противостояние между Россией и Чечней именно по этой причине. Мы до сих пор не знаем, кто есть кто. Мы говорим, что есть Россия, это чужое государство, и притом враждебное государство. А Россия говорит, что Чечня есть субъект Российской Федерации. И мы это в категорической форме отрицаем и отрицаем. Остальное все это причины этой войны, начала этой войны. Первая причина, что России нужно было заменить больного президента, то есть семье нужен был свой человек. Этого человека нужно было сделать, найти. А на войне сделать человека или сделать рейтинг для человека очень легко. Поэтому была придумана эта война. С этой семьей пошли на сговор генералы Квашнины, Трошевы, Шамановы, Бабичевы, которые позорно проиграли ту войну, война 1994-96 годов. То есть с одной целью — жажда возмездия против чеченского народа за свой проигрыш позорный. А началом этого конфликта, войны, послужило это взрывы жилых домов в Буйнакске, в Волгодонске, в Москве. Случайно не взорвали в Новгороде. То есть взрывы собственных домов силами спецслужб самой России. Опять-таки, чтобы свалить вину на чеченцев и назвать чеченцев международными террористами. И также мы не отрицаем, что также позорный поход в Дагестан также приурочили к этому. Вот история конфликта, войны с 1999 года.